Евгений Чевозеров. Чевозеров, правильно, Женя, я произношу фамилию? Да, Жень, доброе утро. Присаживайтесь, пожалуйста, к Юле. Берите в руки микрофон. Среднее техническое образование по специальности оптик-механик, по профессии массажист. Женя, возможно, вы видели в понедельник, он был у нас в студии, участвовал в нашем шоп-тесте. Жень, доброе утро. Доброе утро. Итак, друзья, мы сегодня говорим о резюме, мы сегодня говорим о том, что нужно делать, чего делать нельзя. И, как обычно, мы просим каждого нового участника немного рассказать о себе. Да, thank you. В активном поиске работы нахожусь около 3 месяцев. До этого путешествовал, ездил по городам, то есть нашей страны необъятной, и искал себя. Как человек творческий, хотелось бы работать с людьми непосредственно. То есть поэтому и выбрал такую профессию, как массажист, а не основную свою, на которой учился. Угу. Ин, сразу вопрос. Сразу вопрос. Девушки у нас пришли такие, а Женя у нас пришел, да, более официально одетый. Мистер Fudge You. Hello, my name is Mr. Fudge You. Это нормально? Смотря на какую вакансию претендует Женя. Если бы он пришел на вакансию диджея в ночной клуб, я думаю, что такой вот наряд был бы нормален. Он претендует на какую вакансию? На вакансию массажиста. Я думаю, что здесь должен быть более нейтральный какая-то одежда, более нейтральная. Просто мейк, без hello, my name is. Скажем, да. Не обязательно официальный, в массажист в костюме он тоже не внушает доверия. Что там, есть ли у него чем мять, то да, понятно. Так, ребята, у нас работа такая, мы же должны вас поддевать как-то. Переходим к резюме Евгениному. У Жени, я вижу, нет фотографий, и по прошлому разу я помню, что фотография – это хорошо. Да, фотография – это хорошо. Вот у Юли есть фотография, я бы тоже рекомендовала. Женя по желанию. Хотя для массажиста тоже, в общем-то, внешний вид – это приятная внешность, а Женя молодой человек. Так и так. Да, любой соискатель, который хочет работать с клиентами, с людьми, желательно, чтобы это была фотография, чтобы видеть, что внешний вид, да, достойный, приятный, внушает доверие, уважение. К Жене у меня такие вопросы будут по резюме. Он написал цель получения должности массажиста, это очень хорошо, то есть правильно в начале резюме такую строчку ставить, но не указал, был ли у него опыт работы массажистом. Нет, по данному направлению у меня опыта не было. Не было. И в образовании Женя указал учебный центр, Центр образования и здоровья, и поставил год. А что это, что вы изучали в этом центре? Есть документы, подтверждающие, то есть непосредственно предметы, которые я изучал. То есть сертификат массажиста там был? Или что? Там скорее удостоверение, то есть это корочки. То есть там изложено все наглядным образом, что я изучал, какие методики. Женя, в течение какого срока вы проходили обучение? Это где-то 1,5 месяца. Обязательно это нужно указать в резюме. 1,5 месяца, все те дисциплины, которые вы проходили, и какой сертификат вы в итоге получили. Потому что вы претендуете на вакансию массажиста, соответственно, нужно видеть. Я бы вас пригласила, я вижу, что вы были администратором супермаркета и администратором компьютерного салона. Соответственно, ваш опыт это с 2003 года вот такой, в течение 5 лет. Соответственно, я бы вас приглашала как соискателя на административные какие-то вакансии, то есть вы умеете работать с людьми. Сделайте акцент обязательно на ваших знаниях и навыках. Хорошо, обязательно. И еще такой момент, обязательно нужно указывать, в резюме уже этого нет, обратный хронологический порядок, это мы уже говорили, наименование юридического лица, в котором он работал, название супермаркета, название компьютерного салона и обязанности, какие функции исполнял. То есть здесь нужно, конечно, сделать акцент на том, по работе с клиентами, да, чтобы было понятно, что Женя человек клиент-ориентированный, да, и может работать массажистом. Хотя эти слова современные, да, клиент-ориентированный. Дорогие друзья, итак, мы практически закончили первую страницу нашей рубрики «Открыта вакансия». Сегодня мы вновь говорим о резюме. В этой студии вы увидели 3 претендентов на получение работы за большие деньги, естественно. Сегодня мы поговорили о том, какие ошибки совершаются в резюме, какие не совершаются. И сейчас мы просим Ираду Емельянову еще раз пробежаться по правилам составления резюме и выбрать кого-то, кто является фаворитом, во всяком случае, сегодняшнего дня. Прошу вас, Ирада.
Еще раз короткие правила по составлению резюме. Основные принципы составления резюме – это активность, конкретность, краткость, и будьте готовы ответить за любое слово, написанное в вашем резюме. Если говорить по структуре резюме, то изначально мы указываем наши фамилии, имя, отчество, контактные данные. Дальше идет у нас опыт работы в обратном хронологическом порядке, обязательно указание компании, где работали, должности и функции и обязанности, расписать как можно подробнее. Дальше у нас идет образование. В обратном хронологическом порядке дополнительное образование и дополнительные сведения, которые вы хотите о себе указать. Скажем, то, что не вошло в ваш основной опыт, какие-то по совместительству, подработки или что-то. И забыла самое главное, в начале резюме мы указываем цель соискания такой-то должности или должностей. Ну и в конце можно свои пожелания по заработной плате тоже озвучить, написать. Лучше этого не делать в самом начале, потому что здесь тоже бьет по глазам для работодателя. Адреналин. Да. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, да, а кто же у нас сегодня все-таки вырвался в лидеры? Я догадываюсь, что, наверное, это Юлия, да? Да, совершенно Ну, верно. здесь, на самом деле, здесь нужно сделать какой момент? Видите, я уж тоже говорю на самом деле. Какой нужно сделать акцент? Дело в том, что Юлия, в отличие от других кандидатов, от Инны и от Евгения, но более опытный человек. Наверное, здесь не столько сказывается, может быть, я верю, Юлия, в то, что вы талантливый, да, талантливый мне в просто плане хочется составления резюме. и других ребят как-то защитить. Наверное, здесь сказывается и опыт, он дает о себе знать. Да, я думаю, что совершенно верно, Алексей, вы сказали. Я бы здесь баллы расставила, не забывая и про Женю, и про Инну. Поставила бы им по полбалла как минимум, потому что резюме, структуру резюме, они знают, как это все. Должно быть. Да, как это должно быть, и им остается ее лучше для того, чтобы уже претендовать на те вакансии, на которые они хотят. Друзья, итак, сегодня у нас не намного, на полшага вперед врывается Юлия Прудова. В следующую пятницу, в это же время, мы здесь с нашими кандидатами встречаемся вновь. С нами вновь будет Ирада. И следующая наша программа посвящена телефонному собеседованию. Сегодня мы говорили о том, как правильно составлять резюме. И мы напоминаем, что целью нашей передачи является не просто обучить, как оно должно быть в жизни. Целью нашей программы является действительно настоящий поиск работы. И кто-то из наших кандидатов, а быть может они все, действительно получат настоящее место работы. Спасибо большое, милые девушки, большое спасибо, Женя. Мы очень благодарим Ираду Емельянову, руководителя отдела экспресс-рекрутмента в Новосибирске. И большое спасибо кадровому холдингу «Анкор». Видите, аж мне не хватает воздуха. Кадровый холдинг «Анкор». Ирад, большое спасибо. Вам До встречи в спасибо. следующую пятницу.